поставил рекорд, он набрал максимальное, как сказать, максимальное количество очков среди всех участников нашего турнира. И он настолько глубоко вырвался в лидеры, что последний турнир из серии он просто пропустить не пропустил и выступил, правда, не очень удачно на профессиональном уровне. И сохранил за собой право драться за пояс из-за того, что ближайший его преследователь, но фактически на 8 очков отставал от него. Саш, вопрос такой, насколько этот бой для Сухроба серьезен в плане уровня соперника, бэкграунда? Это разминочный бой или ни в коем случае не разминочный? Или это конкурентный бой изначально? Это не разминочный бой, и, наверное, самое как бы уязвимое место в данном случае то, что Сухроб не знает соперника, да. Темная лошадка у нас Алматбек получается. Потому что на тех турнирах, где он был, то они разводились в сетке, то вот на последнем турнире Сухроб не участвовал, потому что у него был, так скажем, перебор по очкам. Вот первый раунд. Сухроб имеет очень сильный оверхенд. Он сейчас пытается поддавливать, ставит к сетке своего соперника и выцеливает, ну, наверное, удар. Сухроб обладатель стильной бороды, опять-таки. А это один клуб, и, собственно, может быть, им пора бы уже переименоваться в клуб бородачей. К вопросу, да, о бородах. Что пытается сейчас сделать? Резкий проход в ноги. Так. Очень хорошая амплитуда, но при этом отдает шею. Но не хватает мощи. А вот и хватило попытка гильотины в стойке. Соперники упали. Сейчас Жашкуч находится сверху в доминирующей позиции. Но я думаю, что не все потеряно для Сухроба, и он будет выходить сейчас из этого положения. Очередной дилетантский вопрос. Может ли Сухроб из этого положения сделать мостик? Или ему, в принципе, не нужно это делать? Смотрите, есть огромное количество путей, как можно выйти вот, да, как из раз положения, когда ты в гарде. И огромное количество и болевых, и всего остального. Вот сейчас, например, Сухроб пытается закинуть треугольник. А сейчас пытается выйти на рычаг локтя. Посмотрим, как этому удастся. Взял очень плотно взял. Болевой. Да, болевой. Армбар в исполнении Сухроба Давлатова. Вот так вот. Если боксеры залезают на канаты, то бойцы ММА залезают на клетку. Но Сухроб себя чувствует хозяином в этом октагоне. Даже странно, что он не сделал обратное сальто. Я думаю, он поберег силу. Но он абсолютно заслуженно берет пояс. Абсолютно заслуженно. Саш, как ты считаешь, Егор Голубцов смотрел этот бой сейчас? Егор Голубцов сейчас находится в раздевалке. И единственный его фокус сейчас это его соперник в главном бою сегодняшнего вечера, Константин Веселкин. Я уверен, что завтра Егор обязательно посмотрит его в записи. И, наверное, не один раз. Мы вот так ненавязчиво анонсируем поединок, который сегодня вы, дорогие друзья, увидите. Егор Голубцов против Константина Веселкина, Кубок Урала и Сибири. Друзья, не пропустите, оставайтесь с нами. Сегодня вечером в Уралмаше очень интересно. И очень жарко. И очень жарко. В принципе, можно было бы назвать турнир даже Уралмашевская жара. Наверное, да. Мы стараемся приходить от названий. Ну, я иронизирую. Я сегодня просто, когда ехал на работу, послушал радио Юмор ФМ. Иван Ургант меня взбодрил. Понятно. Так, Юмор ФМ должен нам за рекламу теперь тоже. У нас уже список. Точно. Список должников. Я думаю, что нам пора, начать уже вести списочек. Вот мы видим команду поддержки. Женя Чубраков. Чемпион Европы WBO вручает пояс Сухробу Давлатову. Евгений Чубраков, кстати говоря, в феврале будет драться, защищать свой титул, дорогие друзья. Следите за анонсами на телеканале Бокс ТВ. Отлично. Мне кажется, что это очень интересная история.
бокс и смешанные единоборства в Екатеринбурге достаточно тесно переплетены. Абсолютно, абсолютно. Мы устраиваем совместные турниры, пытаемся помогать друг